В эфире новости экономики на Якутия-24, в студии Нургуяна Иванова. Названы регионы России, в которых жители больше всего задолжали банкам. По абсолютной кредитной нагрузке на одного работающего лидируют северные регионы, где относительно высокие зарплаты. Лидером по показателю кредитной нагрузки перед банками на одного работающего стал Ямало-Ненецкий автономный округ. На втором, третьем и четвертом местах находятся Ханты-Мансийский автономный округ Югра, Республика Саха-Якутия и Ненецкий автономный округ. Замыкает пятерку субъектов по абсолютному объему кредитов на одного работающего Тюменская область. Наименьшая кредитная нагрузка на одного работающего в абсолютном выражении наблюдается в южных регионах, в частности в Ингушетии, в Республике Крым и Севастополе. Федеральная антимонопольная служба готовит повышение тарифов на услуги аэропортов Севера. Повышение тарифов является вынужденной мерой, направленной на поддержание аэропортов в годном состоянии, соответствуя всем сертификационным требованиям безопасности полетов и транспортной безопасности, а также обеспечение транспортной доступности населения отдельных северных и арктических районов, не имеющих альтернативного круглогодичного транспортного сообщения с региональным центром. Так предполагается повысить максимальный тариф на взлет-посадку до 2440 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. Тариф на заправку вырастет до 3350 рублей за тонну керосина. Еще больше вырастет тариф на авиабезопасность. Его поднимут до 1120 рублей за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна. По итогам этого года в Якутии ожидается ввод в эксплуатацию более 500 тысяч квадратных метров жилья. В течение ближайших 6 лет регион должен расселить 900 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Это в 2,5 раза больший объем, чем на предыдущем этапе программы. Если на первом этапе работа была сосредоточена в основном в крупных городах республики, то сейчас программа заработает по всей территории, в том числе в северных и промышленных районах, сказал глава Якутии Айсен Николаев. В следующем году по линии республиканского движения добрых дел «Моя Якутия» в 21 веке в республике планируется построить 82 объекта. Так, в следующем году в 22 муниципальных районах планируется построить 18 объектов образования, 16 объектов культуры, 7 объектов спорта, 13 многофункциональных центров и 28 блокированных домов для молодых специалистов. На днях авиакомпании откроют продажу билетов на субсидируемые рейсы на 2019 год. Купить билеты смогут не только студенты, пенсионеры и инвалиды, но и многодетные семьи, так как с нового года правительством был расширен список тех, кто может воспользоваться льготным авиабилетом. Росавиация сейчас заключает договоры с перевозчиками о выполнении субсидируемых рейсов. И в ближайшие 7 дней 10 перевозчиков, а это Аэрофлот, Уральские авиалинии, Алроса, Сибирь, Азимут, Якутия, Нордстар, Нордавия, Ютейр, Ир-Айра откроют продажи билетов. Госкомцен утвердил единые тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Якутии. Они вступят в силу с 1 января и будут действовать в течение года. Ежемесячная оплата в месяц человека составит 131 рубль для жителей многоквартирных домов в Якутске и 138 рублей с жителей частного сектора. В среднем рост платы одной семьи, состоящей из 5 человек и проживающей в квартире площадью 100 квадратных метров, составит 2,5%. Республика разделена на 5 зон. Мы пока утвердили 4 региональным операторам, подавшим заявку. По арктической зоне региональный оператор ГУП ЖКХ на сегодня еще заявку не подал. В Якутске будет 131 рубль, а в других субъектах варьирует от 90 до 150 до 200 рублей. Поэтому я считаю, что наш тариф находится на среднероссийском уровне. В Мирнинском районе Якутии из районного бюджета выделят 4 миллиона рублей на поддержку некоммерческих организаций при заложенных на эти цели 6 миллионах. Как выяснилось, в этом году и заявок на гранты оказалось меньше. При этом, к примеру, в Айхале на строительство приюта для бездомных собак было направлено более 400 тысяч рублей. А аквалангисты Северного ската, кроме обычной работы с молодежью, реализуют проект обучения дайвингу людей с ограниченными возможностями здоровья. Клуб за последние годы получил более 500 тысяч рублей из бюджета района.
В транспортном техникуме поселка Нижний Бестях начал работу второй модуль международной образовательной программы «Управление изменениями в системе профессиональной подготовки для экономики регионов». Обучение проводит Московская школа управления Сколково. Обучение проводят для директоров профессиональных образовательных организаций, представителей Министерства образования и Комитета занятости, а также работодателей, которые находятся в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями. Обучение будет проходить до марта следующего года. Вообще задачи данной программы, в нее было сложно попасть. Был большой отбор с участием председателя правительства республики. Была стратегическая сессия, которую мы организовали для учреждений среднего профессионального образования. В рамках этой стратегической сессии были выбраны группы образовательных учреждений, которые способны сформировать управленческие команды для последующего развития под конкретные отрасли. Первый модуль был в Якутске, второй модуль мы проводим на базе транспортного техникума в Нижнем Бестяхе. Сегодня первый день работы. Задача – это вы имеете учреждение, у вас есть кадры, у вас есть население, которое нужно обучать, у вас есть реальный сектор экономики, для которого вы готовите, и вы организовываете этот процесс взаимодействия. Ну и по итогам вообще в целом модуля, это уже весной следующего года, 2019 года, то есть к концу учебного года, мы получим 7-8 сформированных команд, которые будут работать на базе учреждений профессионального образования вместе с работодателями, готовить кадры для новой экономики региона. Подарочные карты могут взять под контроль в России. Национальная платежная ассоциация направила в ФАС и Росфинмониторинг предложение о регулировании оборота подарочных пластиковых карт. Авторы инициативы полагают, что данные сертификаты могут быть использованы для отмывания денежных средств. В качестве способа решения проблемы предлагается наладить выпуск подарочных карт совместно с кредитными организациями. Еще есть один вариант – вносить предоплату магазину. Правда, в этом случае такой картой может воспользоваться только тот, кто внес средства. По мнению экспертов, преступные схемы с использованием подарочных карт возможны, но регулирование этой сферы лишит граждан удобной формы подарка. Если запретить передавать карты третьим лицам, использование их потеряет всякий смысл. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия 24.